Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Кинолетопись Якутии». Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия. У нас сегодня очень интересный гость, очень интересная личность. Это видный государственный и политический деятель, директор Центра изучения, сохранения и развития родных языков при Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор педагогических наук, профессор Федосия Васильевна Габышева. Здравствуйте! Здравствуйте. Вот вы всегда тепло вспоминаете свои студенческие годы, да, вот, и нередко признавались о том, что вот ваши личностные какие-то сильные качества, они формировались именно в этом возрасте. Когда были октябрята, пионеры, комсомол. Вот скажите, пожалуйста, вот когда вы смотрите эти кадры, вот какие воспоминания у вас? Нахлынывает, может быть, какая-то ностальгия? Я училась в такой хорошей школе, школа имени Сидора Барахова в Верхневилюйском районе, да, в селе Верхневилюйск, где именно работал первый и единственный народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев. Очень хороший коллектив, я до сих пор искренне вспоминаю, как октябрятами были, потом как пионерами были. Это пионерские костры, это туристические походы. Все-таки, если нас в советское времена там двигали там, учиться и учиться и учиться, это нас мотивировало, то вот сейчас, на ваш взгляд, что мотивирует? Сейчас все равно надо быть конкурентоспособными. Да? То, что сегодня очень такое глобальное развитие требует от человека много компетенций. Вы, оказывается, хотели стать юристом, но вот как-то вот ваша жизнь поменялась. Вы вот поступили в Магаданский педагогический институт, и как-то вот, конечно, ваша жизнь полностью связана со школой, с образованием. Вот все-таки вот кто вам помог сделать такой жизненный выбор? Вот. Ну, во-первых, учителя, да. А во-вторых, это моя подруга Татьяна Рудых собиралась туда же именно поступать, да. Поэтому я именно с ней в компанию, можно сказать, туда поехала поступать. И я не жалею, что именно поступила в педагогический институт. Именно это заложило мне очень хорошую основу для будущей карьеры, для будущего своего становления и непосредственно, конечно, чего я в жизни добилась, это все связано с образованием. Я училась со студентами разных национальностей, и мы должны были, как сказать, самоутвердиться, быть лидерами, да. Мы же представляли свой народ, свою нацию. То, что, допустим, в свое время я пошла в науку, я считаю, что это самое главное. Именно почему наука это все дисциплинирует, наука это учит анализировать, наука это учит прогнозировать, гипотезу ставить и так далее. В этом отношении то, что именно прошла такую школу у видных наших методистов, да, в советское время они были известны не только у нас в Якутии, они их признавали в России. Учителя чему можно научить? Или чему нельзя научить учителя? Ну, и учитель – это все равно профессия призвания. Да? Если нет у человека призвания, если у человека нет желания, все равно невозможно из этого человека сделать хорошего учителя. Но с другой стороны, у человека, если будет хороший наставник, мудрый, умный, добрый наставник, человека можно, как сказать, ориентировать именно на правильный путь, можно сказать, чтобы они стали хорошими учителями. В этом отношении я очень благодарна судьбе, что хороший директор школы, куда я попала первый раз, это методист, тогда Институт учителей Николай Васильевич Егоров посетил мои уроки и меня напутствовал именно в науку, чтобы я пошла. Да. Когда я пришла работать в научно-исследовательский институт, очень хорошие люди, руководители и так далее. Да. Это головной институт в Москве. А потом в Министерство образования пришла достаточно такое время, трудное время, в 90-е годы, да, это время такое было, испытаний, можно сказать, да, эта команда очень сильно работает, именно команда такая сильная в правительстве, в министерстве, да, поэтому в этом отношении всегда ставились задачи
и мы должны были решать эти задачи. Когда вы были в политике, вот, вы же занимали ключевые посты и были министром образования, да, очень много лет. Очень большую должность занимали в качестве заместителя председателя правительства. Да. Помните, вот, допустим, вот это время? Вот сейчас еще будут картинки, Да, вот видео. это вот, допустим, я когда проходила утверждение в Ултумене, мне задавали вопросы, начиная от темы диссертационного исследования, кончая моими планами, что хочу я менять именно в системе образования. Но у меня конкретно диссертация была именно по модернизации образования, как совершенствовать, как развивать систему образования. Именно комплексный подход, комплексное видение. В этом отношении очень многое в те годы было сделано. Я бы сказала, вот именно под руководством тогда вот Вячеслава Анатольевича Штырова, да, очень сильная команда работала. Он конкретно нам доверял, он давал свободу, но он всегда требовал и контролировал, да, в этом отношении. Я работала в команде Егора Афанасьевича Борисова, я работаю в команде Арсения Сергеевича Николаева. До этого, конечно, и первый президент Михаил Ефимович Николаев, да, я вот именно эти периоды застала. Вот мне даже понравилось ваше высказывание в одном интервью, да, вы сказали о том, что вот надо всегда быть готовой к любой ситуации, не отступать, а наступать. Вот откуда этот девиз ваш жизненный, это, чем он выкован, откуда вот эти слова, и как этот девиз вам вообще помогал в жизни? Во-первых, это в сельской местности, конечно, надо было все делать самому, это первое. Второе, это, конечно, общественные организации, детские организации, все равно воспитывали лидеров, да. И это гены хорошие от родителей, и, конечно, это окружение, которое выдвигает, может быть, какие-то эти качества там видит, наверное, и всегда это была в лидерах, это, по жизни так получилось. Я никогда не отступала, и мои коллеги очень хорошо знают, если я взялась за что-то, я, значит, должна до конца довести, и вообще-то, если я считаю это нужным и важным, я всегда добиваюсь. Мы ставили интересы нашей республики, да. Допустим, я ездила на защиту наших проектов. Вот мне сказали, вот национальные проекты, 2005 год, да, впервые вот национальные проекты появились. Мне сказали, поезжайте в Москву и узнайте, что такое национальные проекты. И национальный проект образования. Мы приехали, но там это именно команда тоже на федеральном уровне работала. Вот мы хотим понять, что должно быть в национальном проекте, допустим, образования, да? Мы внесли предложение. В первую очередь, это лучшие школы, которых мы должны поддерживать. Это лучшие учителя, которые должны быть именно передовых, можно сказать, да, это оснащение образовательных учреждений, потому что в те времена школы не полностью были оснащены, да, и не типовые объекты были, да, в этом отношении. И, конечно, это транспортная доступность. Ставили тогда вопрос школьных автобусов, потом мне даже говорили, а сейчас вы автобусы требуете, да, а может быть вам вертолеты нужны? А я сказала, и вертолеты нам нужны, потому что у нас расстояния такие, вообще у нас особенности. Я всегда упор делала на наши особенности. Вот Фурсенко Андрей Александрович 3 раза приезжал специально, вот его возили в самые отдаленные наши районы. Вот что-то его удивило вообще на месте? Что его удивило, это наше расстояние. Только на самолете можно долететь, да? Да, в этом отношении. И то, что он увидел, кочевой образ жизни, кочевые школы, что в Верхнееврюйске он увидел музей народной педагогики, что у нас есть своя система воспитания, своя система обучения, есть у нас свои традиции и так далее. Это, конечно, очень помогло. Как вы вообще совмещали, и вот какие тоже вы существенные изменения внесли именно вот в такой работе? Вот это, может быть, в какой-то степени с ностальгией вспоминая эти годы, потому что направлений было очень много, да, там и образование, там и наука, там и культура, там и спорт был, и средства массовой информации, общественные организации и так далее. Очень много направлений, это мне
ну, в какой-то степени помогала именно многосторонне смотреть на развитие, да, в этом отношении. Вы сейчас работаете в другой ипостаси, вы сейчас директор центра, нового центра по изучению и сохранению родных языков, да, при Академии наук. Чем будет заниматься этот центр? Какова его миссия основная и какие новые задачи стоят перед этим центром? Ну, в целом хочу сказать, есть язык, есть народ. Так, нет языка, нет народа, да. В этом отношении то, что именно в языке сохраняются традиционные знания, и то, что мы должны передавать новому поколению, будущему поколению, это наша миссия. В этом отношении мы должны, в первую очередь, сохранить язык, развивать этот язык, да, и, конечно, изучать, это не в смысле только как предмет изучать, да, а именно с научной точки зрения. Ну и сейчас десятилетия языков коренных народов, поэтому в целом в мире тоже эта же проблема очень достаточно ярко сегодня стоит, да. И в России тоже десятилетия языков и десятилетия науки и технологий. Поэтому мы должны сочетать то, что у нас есть конкретно вот традиции сохранения языков, изучения языков и так далее, с учетом вот современных тенденций, с учетом развития новых высоких технологий и так далее. В этом отношении, конечно, нам надо очень много еще делать. Сейчас какие тренды именно по образованию могут быть? Вот, сейчас переписывается история, сейчас в последнее время, да, и некоторые есть нюансы по ЕГЭ. Ну вот как ваше мнение, как педагог опытный, вот что вы можете сказать? В целом мире системы разные. Но с другой стороны, то, что лучше есть в разных странах, да, ну, в первую очередь, Россия была ориентирована на европейский стандарт образования. Но европейский стандарт образования не всегда может устраивать, допустим, ну, условия в России, допустим, да, а внутри России это уже арктические территории, северные территории и так далее. В принципе, там, ну, тоже есть особенности. В этом отношении то, что было именно решение войти в Болонский процесс, да, потом отказались от этого Болонского процесса, а сейчас все-таки медленно, но все равно мы возвращаемся к отечественной системе, ну, в какой-то степени советской системе образования, когда именно давались фундаментальные знания, да, по всем предметам, да, конкретно. И, конечно, это в первую очередь формирование личности. В этом отношении, конечно, я думаю, что то, что лучше есть в мире, все равно мы должны принять, да, а с другой стороны обязательно внести коррективы именно с учетом наших условий. На этой хорошей фразе я бы хотела завершить наше интервью. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Мы всегда рады вас видеть, и я желаю вам всего самого хорошего, успехов в дальнейшей работе. Спасибо.